И сегодня это 10-й день летних учений Марго. И я хотел бы поприветствовать всех тех, кто смотрит эти учения по интернету, всех учителей, а также всех представителей монашеской санхи, а также всех моих друзей в Дхарме. Я хочу поприветствовать вас сегодня здесь. И то, что мы сегодня будем рассматривать, как я уже говорил вчера, мы говорили о том, как Махакашьяпа назвал множество недостатков или проступков Ананды. И вчера мы рассматривали с вами эти недостатки или проступки. И сегодня мы будем рассматривать Виная Дхармагуптики, четырехчастную Виная Дхармагуптики, и как дополнительные тексты к этому мы будем использовать пятичастную Винанию, а также Винаю Тхеравады, так называемую Кшудругу или тонкости Винаи. И эти два текста послужат нам дополнительными материалами для рассмотрения сегодняшней нашей темы. Порядок первого совета или собора. Мы будем его рассматривать, как был этот проведен собор, опираясь на другие тексты Вина и других традиций. И поэтому сегодня я буду опираться на четырехчастную Винаю, а также на Винаю Сарвастивады, о Первом соборе, как повествуется там об этом. И затем я также буду опираться на текст, который был переведен на тибетский язык, Винаю Сарвастивады, из Кшудрака Виная, то есть из тонкости Виная. Я думаю, что я ознакомлю вас с этими тремя текстами и тем, как объясняется Виная, тем, как объясняется это совершение Первого собора в этих трех текстах Винаи. Если мы рассмотрим то, каким образом произошли события согласно Винаи Махасангики, как вы помните, после того, как Будда ушел в Нирвану, 499 монахов прибыли в Раджагриху. Затем Махакашьяпа сказал о Ананде, что он похож на шакала. Он является объектом презрения и порицания. И если мы рассмотрим это с обычной точки зрения обычного разговора, то это слова порицания или ругательные слова. И затем следующий пункт. Ананда зарождает усердие и затем достигает результата. Затем Ананда включается в ряд 500 архатов, которые участвуют в собрании трех питак, участвуют в Первом соборе. И затем в пещере, которая называется «Семь лепестков», Йостишта говорит, что необходимо что-то поменять в тексте. Он сейчас вносит какие-то небольшие изменения. Нам дама дюбег пуба. И эти
эти архаты, 500 архатов, прививает Раджагриху и готовит пещеру с 7 лепестков. Затем Кашьяпа просит Ананду составить сутры. Затем Кашьяпа просит Упали, чтобы тот составил Винаю. И затем это тот самый период, когда были названы 7 проступков Ананды. И здесь наше повествование несколько отличается, так как в этой традиции тем, кто назвал эти пороки, являлся Упали. Все эти проступки были названы Упали. И, по всей видимости, на этом соборе присутствовали 1000 монахов. И они собрались рядом с пещерой и участвуют в обсуждении второстепенных заповедей. И затем завершающим пунктом является условие не создавать новых правил, которые не устанавливал Будда, и придерживаться тех, которые он уже установил. И это последовательность событий, которые описаны здесь. И далее идет Шисунглю, это Виная Сарвастивады, и мы называем это на тибетском это Бамбучупа, 10 собраний, иногда мы называем ее 10 четверостишей о Винае. И таким образом здесь порядок следующий. Махакашьяпа узнает о примировании Будды. Затем он встречается с монахами, которые не желают хранить Винаю, и тогда он решает собрать первый собор. Затем Ананда включается в ряды тех, кто участвует в соборе. Затем он прибывает в Раджагриху и совершает необходимые подготовления. Затем Кашьяпа обращается к Упали и собирает Винаю. Затем он снова обращается к Ананде и они собирают Сутрапитаку. Затем Кашьяпа обращается к Ананде и просит его, чтобы тот собрал шастру, и под шастрой здесь подразумевается Абидарма Питака. И затем они обсуждают тонкие нарушения. И после этого Махакашьяпа называет 6 проступков Ананды. И затем идет обсуждение того, что те малые нарушения, о которых говорил Будда, необходимо ни в коем случае не отбрасывать их, а следовать тому, чему учил Будда. И затем следующая последовательность из Кшудраки. Кшудрака Виная, из тонкости Виная. И мы обычно говорим о 4 агамах Виная. И среди этих 4 агам Виная есть от основной части отдельно существуют так называемые тонкости Виная. Но в китайской традиции Сарвастивады учитель, которого звали Йиджин, он называет эти 4 агамы, и эта Кшудрака названа как одна из 4 этих агам. Этот раздел не выделяется отдельно. Мы же, когда говорим о Кшудраке Виная, о тонкостях Виная, для нас это один из составляющих текстов. В китайской же традиции мы говорим о 14 основах. В китайской традиции, видимо, нет этих всех основ. Но существует несколько подразделов этих 4 агам, и среди этих подразделов есть и этот Кшудрака Виная или тонкости Виная. И мы видим, что здесь присутствуют небольшие различия, есть небольшие различия в полноте этих текстов, но в остальном разница довольно небольшая. И здесь последовательность этих событий следующая. Махакашьяпа узнает о нирване Будды, затем он встречается с малыми, которые готовят тело Будды к кремации,
Затем он в последний раз видит тело Будды. После этого, после того, как тело Будды кремировано, он решает провести собор. Затем Махакашьяпа называет Ананду он призывает или назначает Ананду стать прислужником Сангхи. И, по всей видимости, это было не самое лучшее занятие, на которое назначил Махакашьяпа Ананду. И затем Ананду проверяет на наличие результата, духовного результата. И затем Ананда порождает в себе отречение к этому сенсорическому бытию. И затем Махакашьяпа, как уже говорилось прежде, он называет 8, здесь в данном случае уже 8 проступков Ананды. И таким образом он исключается, так сказать, из числа тех, кто участвует в соборе. И затем Вриджи, монах из Вриджи дает наставление Ананде, и тот обретает результат. После этого его просят собрать все те учения, которые он слышал от Будды, и собрать так называемую сутру Питаку, и затем Упали собирает то, что называется Виная Питака. И здесь таким образом были собраны все тексты Винаи Сарвастивады. И, как я уже говорил прежде, когда называются проступки Ананды, в данном случае для того, чтобы зародить в Ананде отвращение к сенсорическому бытию, называют его проступки, и затем его исключают из рядов тех, кто участвует в Первом соборе. Однако в других текстах Винаи, хотя это не Виная Сарвастивады, а Махасангика, Махиджика и затем Теравады, то есть Ставиравады, то есть в большинстве текстов этих традиций Винаи говорится о том, что после того, как Ананда достиг состояния архата, Махакашьяпа назвал его недостатки, его проступки. И это самое большое различие между этими традициями Винаи. В остальном есть небольшие различия, но они не столь велики. И затем в раздельных традициях Винаи различается и количество тех недостатков или тех проступков, которые совершил Ананда. Количество этих проступков разное. Я буду об этом говорить завтра. Когда мы будем говорить о второй традиции, в соответствии с Пражняпарамитой, с 100-тысячной Пражняпарамитой, когда мы говорим об этом повествовании, о том, как был проведен первый собор, я думаю, что я буду говорить об этом очень подробно, и сегодня я не буду говорить об этом слишком много. Мы будем говорить об этом позже, на следующем учении. Mutwini Shusung Debege da Karshurda Shusung Debege Дюане Чонге да Каду Тамбо Чебе Корим. И затем мы с вами снова возвращаемся к нашей теме повествования о том, как был проведен этот первый собор, соответственно, в согласии с традицией Дharmaguptаки, этой школе Виная. И сейчас
다 가자니 가자 마셔야 쉬심베레 다 И 라바친지고 я уже объяснил большинство из этих пунктов, и были названы уже и все проступки Ананды. И затем мы переходим к следующему разделу, каким образом Упали собрал учение Винаи. И здесь Упали проводит чтение Винаи, он собирает это Винаи, и это повествование опирается на 4-частную Винаю. И как вы помните, 500 архатов собрались в Раджагрихе, и это был первый месяц лета, и он называется Яндарава по-тибетски. В текстах говорится Яндарава, Яндаджамбу и Тачунг, первый, второй и третий месяцы этого лета, этого сезона лета. И лето делится на 3 месяца. Первый месяц из 3 месяцев, первый называется по-тибетски Яндарава, второй называется Яндаджамбу, средний месяц лета, и третий называется Яндатачунг, последний месяц лета. Таким образом, когда они прибыли в Раджагриху, это был первый месяц лета Яндарава. И в течение 1 месяца главным образом они занимались тем, что готовили дома для проживания, они ремонтировали эти дома, а также готовили постель, готовили подушки для сидения и прочее. Затем во время среднего месяца лета они главным образом занимались медитацией, практикой медитативного погружения, и затем в последний месяц лета они собрались вместе и начали первый собор. И в это время, до того, как они начали этот собор, главным, кто произносил речи, был Махакашьяпа. И Махакашьяпа, в соответствии с Винаей, так как Виная является демократическим строем, устроена согласно демократическим правилам, он должен был донести все эти сведения до всех представителей монашеской санхи. И тогда он обратился к санхе со словами, что пришло время для того, чтобы устроить первый собор. Если вы согласны, то давайте обратимся к Упали, пригласим его и будем расспрашивать о Бхикшу Винае и Винае Бхикшуне. И это повествование согласно 5-частной Винае. Затем, согласно Тхераваде, или так называемой Кандака, и это повествование довольно схоже с предыдущим. И здесь говорится, что все эти старейшины Бхикшу отправились в Раджагриху, чтобы установить Винаю, чтобы собрать учение Винаи. И по прибытии в Раджагриху они стали восстанавливать или ремонтировать места для проживания, дома. По всей видимости, эти дома пришли в упадок, так как у них не было хозяев, и они стали восстанавливать, ремонтировать эти дома, жилища. Затем, после того, как они пригласили Упали, они начали собрание Винаи. Но до того, как это произошло, Кашьяпа обратился к Санхе, и он сказал, что досточтимые, если время пришло и вы согласны, теперь мы спросим Упали о Винаи. И после этого Упали, он отвечал на вопросы, и Кашьяпа был тем, кто задавал эти вопросы. Упали давал ответы на эти вопросы. И таким образом было устроено это обсуждение. И так, по всей видимости, Упали являлся самым лучшим знатоком Винаи среди всех учеников Будды. И у него не было никаких препятствий или трудностей давать ответы относительно Винаи. Настолько глубоки были его знания, и поэтому Кашьяпа задавал вопросы, а Упали давал ответы.
И тогда Кашьяпа спросил собрание Сангхи, можно ли я начну задавать вопросы. И точно так же Упали ответил: великий досточтимый, если время пришло и вы согласны, теперь Махакашьяпа задают вопросы, а я буду давать ответы. И после того, как они обратились к этой Сангхи, так как у Сангхи не было никаких возражений, у них не было никаких других мыслей, и они пребывали в молчании. И если бы у кого-то были какие-то возражения или другие идеи, то этот человек мог бы выразить их, но так как все хранили молчание, это обозначало, что все они согласны. И затем Кашьяпа задал вопрос Упали, где произошло первое поражение, кто совершил этот проступок первым. И в Винае существует много разных наставлений или существует много разных обетов, 253 обета, и количество этих обетов, оно немного различается в соответствии с различными школами Винаи. В нашей школе мы называем 253 обета полнопосвященного монаха. И эти обеты делятся на различные подразделы. И первый подраздел называется «Поражение». И это один из самых важных, или самый важный раздел Винаи. И Кашьяпа начал задавать вопросы, отталкиваясь от этого первого раздела. И кто же был тем, кто совершил это первое поражение, и где произошло это, и кто совершил этот проступок? Упали ответил, что это место было в Вайшали, и проступок совершил Судатта, сын Каландаки. Тогда Кашьяпа спросил, он продолжил, где произошло второе поражение. На что Упали ответил: в Аджагрихе преподобный Даника, сын горшочника, первым совершил это преступление, первым совершил этот проступок. Затем Кашьяпа спросил следующее, где произошло третье поражение. Упали ответил, что это произошло на берегу пруда Марката в Вайшали. И какой-то Бхикшу, некий Бхикшу первым совершил этот проступок. Затем Кашьяпа спросил, когда произошло четвертое поражение, на что Упали ответил, что это поражение совершил Бхикшу на берегу реки Вагамуда. И, по всей видимости, это тот самый так называемый обезьяный пруд или обезьянья река, где произошло это поражение, где произошло это первое грубейшее нарушение правил Винаи или обетов Винаи. И каждый раз Кашьяпа спросил, где и кто совершил тот или иной проступок. И здесь Кашьяпа не задавал вопросов, почему или что стало причиной для этого проступка. И затем так называемые 13 остатков. И Кашьяпа спросил, где появился первый остаток. То есть это следующий раздел обетов, так называемые остатки. И Упали ответил, что это случилось в Шравасти. И Каладаян первым совершил этот проступок. Таким же образом Кашьяпа спросил о втором, третьем и четвертом и других остатках, или остаточных, так сказать, нарушениях. Затем Кашьяпа продолжил. Он задал вопрос, где возникла первая неопределенная дхарма. Это еще один раздел Винаи. В ответ Упали сказал, что это было в Шравасте. Каладаян был первым, кто совершил это нарушение. И затем Кашьяпа спросил о второй, третьей и четвертой неопределенных дхармах. И, соответственно, Упали дал ответ относительно каждой из них. Затем Махакашьяпа спросил, где произошла первая потеря. Это то, что по-тибетски называется пантон. Это еще один раздел Винаи. Раздел обетов, их 30. Этих так называемых потерь 30. И Упали ответил, что это произошло в Шравасте. И первым, кто совершил этот проступок, так называемый потеря, их совершила группа из 6 человек. И я уже говорил прежде, что это те 6 человек, известные своим дурным поведением, и она называется группа из этих 6 человек. И точно так же он спросил об остальных потерях. Это то, что по-тибетски называется пантун. Затем он спросил о потерях, где произошло первое падение. И падение существует
различные списки этих падений. В некоторых списках их называют 90, в других их количество несколько больше. Как бы там ни было, Махакашьяпа спросил, где произошло первое падение, и Упали ответил, что оно произошло в Капилавасту, и один из монахов, которого звали Так-то, совершил это падение первым, и точно так же он спрашивал о втором, третьем, четвертом и прочих падениях. Затем Махакашьяпа спросил, где произошло первое нарушение, подлежащее раскаянию. Это то, что по-тибетски называется сорщак. И существуют эти нарушения, подлежащие раскаянию, они внутри подразделяются на несколько групп. И на это Упали ответил, что в Шравасте, что это произошло в Шравасте, и первым, кто совершил это нарушение, подлежащее раскаянию, было Бхикшуни Утпала Варна. И точно так же Махакашьяпа спросил о втором, третьем, четвертом, а также последующих нарушениях, подлежащих раскаянию. Затем, где произошла первая из многих тренировок нарушений, то есть это то, что называется нече по-тибетски. И в других традициях существует различное количество этих нарушений. Их более сотни. И Кашьяпа спросил, где произошло это первое из многих тренировок или первое из многих нарушений тренировок. И Упали ответил, что это произошло в Шравасте. И кто же совершил это нарушение? Это совершила группа 6. Группа из 6 монахов. И он назвал каждое из них. И Пратимокша монахов, или все те обеты, которые составляют Винату, все они были названы, и все они были объяснены. И затем точно такая же дискуссия была проведена относительно Пратимокши Бхикшуни, как она представлена в Винае. И затем, таким образом, были названы все мужские и обеты монахов и монахинь, то есть мужчин и женщин, представителей Санхи. И затем Махакашьяпа спросил, где произошло первое полное посвящение монахи. В ответ Упали сказал, что это было место Варанаси. И это полное посвящение в монахи было даровано группе из 5 благих. Это те, кто первыми стал монахами, первыми, кто принял обеты Бхикшу, обеты полного посвящения. И это произошло в Варанаси. Затем Кашьяпа спросил, где впервые преподали дисциплину Винай, или то, что на санскрите называется Пратимокшу. В ответ Упали ответил, что это произошло, что сутра Пратимокши, или Пратимокша сутра, была проповедана в Раджагрихе, и ей обучали многих новых монахов. Затем Махакашьяпа спросил, где проводился первый затвор сезона дождей. В ответ Упали сказал, что это произошло в Шравасте, и это произошло из-за группы 6. Как вы помните, эта группа из 6 монахов, известных своим дурным поведением, и из-за них был проведен первый затвор сезона дождей. Затем Кашьяпа спросил, где была проведена первая праварана, или освобождение от ограничений. Упали ответил, что это было в Шравасте, и это также произошло из-за группы 6. Основной причиной, почему была проведена эта праварана или освобождение от ограничений, являлось поведение этой группы 6 монахов. И таким образом он спрашивал о каждом пункте Винай, и затем монахи приняли решение, что необходимо собрать все пункты Винай, относящиеся к Бхикшу. И, по всей видимости, все эти правила не были собраны вместе, они были рассеяны по различным изречениям. И затем, после этого собора, все эти правила или все эти пункты монашеской Винаи были собраны воедино. То есть это было своего рода собрание всех обетов монахов Бхикшу. И затем было также составлено и Виная Бхикшуни. Затем было собрано все, что связано с действиями, с ритуалами действий для монахов.
все, что было связано с пашаткой или саджонгом по-тибетски, был составлен раздельно отдел или глава о пашатхе, затем все, что было связано с ретритом дождей, и была создана глава о ретрите дождей. Также были собраны все обеты, связанные с правараной, и составлена глава о праваране. Было собраны все правила, касающиеся кожи, и была составлена глава о коже. Также все, что касалось одежды, было собрано в главу, посвященную одеждам. Все, что касается лекарств, было собрано в главу, посвященную лекарствам. А также все, что касается распространения качины, было собрано в главу, посвященную этому разделу. И таким образом, 4 агамы и прочие тексты, все эти разделы, включенные в Виная Питаку, были собраны вместе. И были еще несколько других разделов, но все они были включены в этот раздел, и этот раздел стал называться Виная Питака, или корзина Виная, корзина монашеской дисциплины. И все, что связано с обетами пратимокшами, было собрано в этот раздел. И как я уже говорил прежде, в 4-частной Виная — это то, что вы слышали сейчас. И затем мы будем говорить о Кандаке, о Тхераваде. В Кандаке здесь есть небольшие различия. Однако, по большому счету, они не сильно отличаются друг от друга, поэтому я не буду сейчас углубляться в эту тему. И как я уже говорил, и Виная Тхеравады Кандаки не сильно отличается. И в этом разделе, в этой традиции Виная точно так же описывается то, как Махакашьяпа задавал вопросы, а Упали давал ответы. И они не находились отдельно, они находились рядом со всеми монахами, пред всей этой общиной из 500 архатов. И посреди этого собрания они вели эту дискуссию, вели эту беседу, и Махакашьяпа задавал вопросы, а Упали давал ответы. И на этом мы завершаем этот раздел. Затем мы переходим к следующему разделу. Раздел о том, каким образом Ананда собрал Сутра-Питаку. И до того, как они начали собирать Сутра-Питаку, необходимо было обратиться к Санхе, чтобы она выслушала Ананду. И если вы находите, что пришло время, и Санха согласна, то Махакашьяпа будет задавать вопросы Ананды, а Ананда будет давать ответы. И поэтому Ананда обратился ко всей Санхе, и он сказал, что если пришло время и никто не против, Махакашьяпа будет задавать вопросы, а я буду давать ответы относительно Сутра-Питаки. И таким образом и первый вопрошающий, и тот, кто дает ответы, должны были обратиться к Санхе для того, чтобы получить ее согласие. И это было, так сказать, начало, так сказать, этого обсуждения. И затем Кашьяпа начал задавать вопросы относительно Сутра-Питаки. И то, о чем я сейчас говорю, я опираюсь главным образом на 4-частную Винаю. И здесь есть так называемая Цамбекербеду, то есть Брахма-сутра, Брахмаджала-сутра, также так называемая Агама, где она была преподана. Затем так называемая книга из 10 или Дашаутара-сутра, где она была преподана, где была преподана Абинишкрама-сутра, где была преподана Сутра Великой Взаимозависимости,
где была преподана сутра вопросов шакры и так далее. И он называл каждую из этих сутр по имени и спрашивал Ананду, где она была преподана, где она была проповедана Буддой. И Ананда отвечал на каждый из этих вопросов в том виде, как он слышал. И Махакашьяпа вместе с Анандой вели эту беседу относительно сутра Питаки. И затем все монахи, которые были собраны там, они собрали все эти сутры. И они разделили эти собрания сутры на несколько разделов. И длинные сутры были собраны в длинные беседы, в собрании длинных бесед. Затем средние сутры средние по своей длине, были собраны в раздел, который называется «Беседы средней длины». Затем они собрали сутры от 1 до 10, и от 10 до 1 и назвали их пронумерованные беседы или пронумерованные сутры. Затем они разобрали различные сутры о Бхикшу, Пикшуне, практикующих мирянах и богах, шакре, марах, брахме, в то, что называется связанные беседы. И это связанные беседы, которые представляют собой еще один раздел. И здесь главными сутрами являются 4 агамы и все тексты, связанные с ними. И здесь, по всей видимости, далее точно так же были составлены сутры о рождении, джатака-сутры и прочие. Большинство из них, по всей видимости, отсутствуют в тибетской традиции, и это очень печально. И сейчас большинство учителей, которые исследуют историю буддизма, они главным образом в рассмотрении того, как создавались эти каноны и так далее, опирается на 4 агамы, но этих текстов нет в полной мере, они не присутствуют в тибетском каноне. Есть некоторые отдельные сутры, но все эти сутры отсутствуют. Они есть на Пали, они также существуют на китайском, в китайской традиции. И в будущем, я думаю, что было бы очень хорошо, если бы эти сутры могли бы быть переведены и включены в тибетский канон. Было бы хорошо, если бы те, кто обладает знаниями относительно этих текстов, и кто может справиться с этой задачей, было бы хорошо, если бы эти люди перевели эти тексты на тибетский язык с китайского. Если у меня появится такая возможность, если у меня будет благая удача перевести эти тексты, я не знаю, смогу я это сделать или нет, я думаю, что я один не смогу справиться с таким огромным объемом. Однако я надеюсь, что все обратят на это особое внимание, все те, кто занимается тибетским буддизмом, обратят на это особое внимание, на этот вопрос. И поэтому сутры о рождении, джатака сутры, сутры результатов и добродетельной кармы, сутры собирания, сутры невозрастания, сутры аналогии, сутры значения слов, стихи от харми, параяна сутра, сутра стихов благородных и так далее. И параяна сутра, она была переведена на тибетский в поздний период переводов. И сутра значения слов, стихи от харми и так далее. Все эти сутры. В Кангюре у нас есть раздел, так называемый Думан, или множество сутр, где находятся раздельные отдельные сутры. И я думаю, что это тот раздел, в который могли бы быть включены эти переводы сутр. И затем они собрали тексты корзины Абхидхармы. И таким образом были образованы эти 3 питаки, 3 корзины, составляющие буддийский канон.
И это изложение в соответствии с четырехчастной Винай. В пятичастной Винай повествование очень схоже. Главным образом Кашьяпа спрашивал, задавал вопросы Ананды, где учил Будда тому или иному, той или иной сутре, и он говорил о том, какие сутры были преподаны ради Бхикшу, какие ради Бхикшуни, какие ради упасаков и упасики, какие сутры ради богов и богинь и так далее. Он задавал последовательно все эти вопросы, а Ананда давал ответ на каждый из этих, основываясь на словах Будды. И затем, после этого, как и в повествовании четырехчастной Винай и в пятичастной Винай говорится о том, что монахи собрали эти разделы сутр, длинных сутр, средних сутр, коротких сутр, и это повествование крайне схоже с тем, что представлено в четырехчастной Винае. И затем в Тхеравада Кандаке говорится следующее. Это повествование довольно схоже с четырехчастной и пятичастной Виной, поэтому я не буду углубляться в рассмотрение этого повествования, и мы перейдем к следующему разделу. Следующий раздел — это относительно Пурны. То есть мы завершили повествование о том, каким образом Ананда совершил собрание сутр, то есть собрал сутры в один раздел, и затем идет повествование о Пурне. И Пурна считался одним из лучших проповедников среди учеников Будды. Он был наилучшим, так сказать, проповедником сутры, и имя этого монаха было старейшина Пурна. И в это время, по всей видимости, старейшина Пурна не присутствовал среди тех, кто собрался в Раджагрихе для того, чтобы участвовать в Первом соборе. Он был в другом месте, однако он услышал о том, что 500 архатов собрались в Раджагрихе для составления сутры Винаи. И тогда он отправился с 500 бхикшу, которые являлись его окружением. Они отправились в Раджагриху. И как я уже прибыл, когда они прибыли туда, и как я уже говорил вчера, неизвестно, было ли там 500 монахов, точное число, равнялось ли оно 500, однако, когда мы говорим о 500, 500 монахов, 500 колесниц или 500 тканей и так далее, 500 саванов, это число может просто указывать на множество, большое множество. И таким образом Пурна прибыл в Раджагриху, и он обратился к Кашьяпе и другим монахам. И он сказал следующее. Мы слышали, что почтенный Махакашьяпа, вы, 500 архатов, составляют разделы Дхармы и Винаи. И я хотел бы поучаствовать и также услышать эту Дхарму. И здесь возникает вопрос. Как вы знаете, в это время Кашьяпа присутствовал с 500 монахами, 500 архатами. И в этом месте уже, в Раджагрихе, было уже 500 монахов. Затем Пурна привел еще 500 бхикшу. И вместе это число составляет 1000 монахов. Однако позднее говорится о том, что было не более 500 монахов. И здесь возникает вопрос, пребывали ли эти 500 монахов Пурны все оставшееся время, пока проводился этот собор, или они не присутствовали там. Здесь мы не можем это выяснить, и это вызывает этот вопрос. Как бы там ни было, Пурна прибыл в Раджагриху, и он попросил
разрешение у Махакашьяпы принять участие в этом соборе, и, по всей видимости, в это время происходило собрание Винаи. И Пурна, услышав все эти изложения Винаи, сказал следующее. Мы согласны с темами всех сутр и Винаи, которые вы обсуждали, за исключением этих 8 дхарм. И какие же эти 8 дхарм? Почтенный, я слышал от Будды непосредственно в его присутствии об этих 8 дхармах. И я буду говорить об этом позднее. Я думаю, лучше обратимся сейчас к другому разделу. Наверное, так будет лучше. Например, это разделы хранения продуктов в монастыре. Также приготовление пищи в монастыре. Также индивидуальное приготовление пищи. Это принятие пищи своими руками, даже если она не была приготовлена для монаха. Дальше принятие пищи, которая растет на полях. Также принятие пищи, которая произрастает в воде. Также принятие пищи не из рук чистого человека. Например, монахам нельзя чистить фрукты, должен быть чистый человек, который должен чистить эти фрукты для монаха. И монах не может принимать деньги напрямую. Должен быть человек, который принимает эти деньги для него. Должен быть своего рода прислужник, мирянин, который помогает этому монаху. И этот человек по-тибетски называется цангчепа, или чистый человек, чистая личность. И в этом разделе говорится о том, что можно было принимать то, что выдавалось монахам, или не через этого помощника, а непосредственно самому монаху. И об этом говорил Будда. И вы говорите, что так поступать нельзя. Однако Будда непосредственно говорил мне об этом. И на это Кашьяпа ответил: как ты и сказал, в то время урожай был плохим, и пища дорожала. И поэтому Будда увидел, что домохозяевам трудно добывать пищу. И по этой причине, то есть, по всей видимости, была засуха и голод. И это было причиной для исключения. И сострадания Будда разрешил Бхикшу эти 8 дхарм. И он разрешил накапливать пищу, он разрешил есть ее в храме или в монастыре, также готовить ее там и так далее. Однако позже, когда урожаи улучшились, еды и питья стало в изобилии, а у людей снова появилось изобилие еды и одежды. И поэтому Будда снова пересмотрел правила Виная и поместил эти 8 дхарм в число запрещенных заповедей. То есть, таким образом, Будда в конечном итоге не даровал разрешения совершать эти действия. И тогда Пурна сказал: почтенный Кашьяпа, Будда всеведущ, и то, что вы говорите, неприемлемо. А однажды, установив правило или обет, он не разрешал его, и потом снова не, то есть он не разрешал его, а затем не давал, не запрещал его снова. Он не поступал таким образом, разрешив что-то, а затем снова запрещая это. Он не пересматривал свои прежние предписания. И Кашьяпа сказал: именно поэтому, что Будда был всеведущ, он установил правила Виная, но не разрешал их в зависимости от ситуации или запрещал в зависимости от ситуации. Будда смотрел на ситуацию и состояние вещей. И когда ситуация была трудная, он давал разрешение
Если же ситуация была хорошая, то он давал разрешение. И сейчас во время собора мы не устанавливаем правила, которые не устанавливал Будда. Если Будда установил правило, мы не отбрасываем его. Мы берем за основу то, что сказал Будда, следуем этому наставлению и изучаем его. И так говорится в четырехчастной Винае. В пятичастной Винае повествование довольно схожее, оно практически одинаковое. И также говорится и в Тхеравада Винае, Тхеравада Кандаке. И как бы там ни было, Пурна являлся одним из важнейших учеников Будды. И он возжелал участвовать в этом соборе под предводительством Кашьяпы. И он говорил о том, что я не согласен с некоторыми вашими решениями. И он, видимо, поделился своими мыслями о том, что должно быть включено в Винае. И, по всей видимости, он был не согласен с Кашьяпой и с теми 500 архатами, которые участвовали в этом соборе. И те, кто занимается исследованием учения Будды, в особенности первого собора, я думаю, что это очень важный момент для таких исследователей. Я думаю, что я буду говорить об этом подробно позднее. И я сегодня несколько устал, поэтому у нас не будет второй сессии. Завтра у нас выходной. И в завершении, что бы я хотел сказать, я говорю завтра, но на самом деле это не обозначает непосредственно завтрашний день. Я имею в виду в будущем, через несколько дней, когда мы завершим эти учения. По завершении этого учения, если я не ошибаюсь, 11 сентября будет ритуал Будды Шакьямуни. Мы, так как мы являемся последователями традиции Кадам, и существует 4 божества традиции Кадам. И первое — это владыка учения Будда Шакьямуни, затем особое божество страны снегов Тибета, наш источник защиты и прибежища Авалоктешвара, затем особое божество Атиши, достопочтимая Тара, и наилучшее божество, устраняющее препятствия, это гневный Миёва. И это 4 главные божества, на которые мы опираемся. И мы, будучи представителями традиции Кагью, мы следуем традиции Кадам и Махамудре. И Махамудра — это то учение, которое происходит от Тилопы, Наропы и Майтрипы. Это учение великой Махамудры. Махамудры — это 6 йог Наропы и так далее. Но мы также занимаемся и практикой традиции Кадам, учения Ламрима или стадии пути, а также лоджонга или тренировки ума. Мы следуем этой традиции и храним эту традицию. И поэтому мы говорим о том, что Кагью представляет собой, традиция Карма Кагью представляет собой соединение этих 2 традиций, Кадам и Махамудры. И мы должны стараться следовать этой традиции, этому прославленному имени этой традиции. И поэтому, с одной стороны, мы говорим сейчас о 4 особых идамах или божествах традиции Кадам. И с другой стороны, Будда Шакьямуни, здесь нет необходимости в каких-то излишних объяснениях, является владыкой учения.
И мы прежде проводили этот ритуал Будды Шакьямуни, и в этот раз мы проведем этот же ритуал Будды Шакьямуни. И в то время я не завершил, у меня не было достаточно времени, я не завершил этот ритуал Будды Шакьямуни, написание этого ритуала Будды Шакьямуни. Теперь же я могу сказать, что практически я уже написал его, то есть он дописан. Он занял очень много времени, я потратил на это очень много сил, я очень сильно утомился от этого. И иногда я даже думал, что нет ли, есть ли необходимость в том, чтобы преодолевать такие трудности, но я надеялся, что это принесет пользу, и поэтому я выделял на это время. Я занимался исследованиями различных ритуалов Будды Шакьямуни. И я дописал этот ритуал, посвященный Будде Шакьямуни. Если у нас будет время, будет достаточно времени, то я надеюсь в будущем также и написать восхваление Будды Шакьямуни для того, чтобы самому накапливать заслуги, а также все те живые существа, которые связаны со мной, чтобы они тоже получили возможность совершать накопление заслуг. Не знаю, я не уверен, что смогу ли я написать это восхваление, потому что я не могу выполнять сразу два дела, писать это восхваление, а также вести эти учения. Из-за этого у меня начинает болеть голова, из-за этого я сильно утомляюсь, и иногда я чувствую себя довольно странно. Однако, по большой части, я завершил уже написание этого ритуала. Если времени хватит, то я надеюсь закончить и это восхваление Будды Шакьямуни. И я думаю, что это то, что я хотел сказать. И на этом сегодня мы завершаем эту сессию. Давайте перейдем к завершающим молитвам, посвящения заслуг и прочему.